Привет, Алибек. Привет, Настя. Спасибо большое, что согласилась с нами встретиться. Всегда рад. Мы бы хотели задать тебе несколько вопросов. Мы занимаемся проектом «Москва-Казахша». Мы бы хотели узнать у тебя кое-что о твоих любимых местах в Москве. Можешь рассказать, где тебя можно чаще всего встретить, куда ты ходишь? Я очень много хожу пешком по Москве. Чаще всего, наверное, сейчас меня можно встретить около дипломатической академии. Я часто встречаю знакомых. Никогда не подумал бы, что в Москве можно часто встречать знакомых. Огромный же город. Оказывается, если часто ходить пешком, то можно и встретить. Вот здесь, на Чистых прудах, около посольства, тоже часто бывает. Около памятника Абаю, конечно. Мы встретились у памятника Абаю. Да, как символично. Да, обычно встреча, знаете, в Алма-Ате. Как-то в школе даже свидание мое, одно из таких первых у памятника Абаю. Что для тебя любовь? Вау. Так, любовь. Любовь – это ответственность для меня. Любовь, знаете, написано «Бог есть любовь». Наверное, действительно Всевышний, в моем понимании, это вот чистая какая-то любовь. И я не разделяю ни религиозный человек, но верующий. Но вот я думаю, что любовь – это такое универсальное, объединяющее чувство. И все прекрасные поступки люди и непрекрасные тоже совершают в таких порывах эмоциональных. И я пока еще в таком высшем познании любви еще не преуспел, но работаю над этим. Потому что это большая наука жизни. И если тот, кто пришел к пониманию любви истинной, он прожил жизнь не зря. Некоторые проживают всю жизнь и не приходят, мне кажется, к этому. Ну и музыка. Веришь ли ты в судьбу и что люди друг другу предопределены? Нельзя сказать, что я фаталист, прям, и что верю, что что-то предначертано. С другой стороны, я довольно неплохо разбираюсь в астрологии, и натальную карту составить вам, кстати? Да, я не против. Ладно, шучу, конечно, но не до такой степени. Но да, есть какие-то совпадения, и, наверное, они не случайны. Мне кажется, всегда индивидуален каждый случай, поэтому у кого-то, лично вот мое мнение такое насчет предназначения, да, встреч, у кого-то это действительно может идти вот как судьбой предначертано, а кто-то сам ее вершит. Это зависит от каждого индивидуального случая. Скажи, пожалуйста, когда ты приехал в Москву, у тебя были какие-то сложности? С чем ты вообще столкнулся, когда приехал? Большой мегаполис, люди все в основном другого немного склада, холоднее, где-то даже грубее, возможно. Ну и поэтому приходилось привыкать некоторое время, но потом уже сейчас я привык, и мне наоборот даже комфортнее в Москве. Понятно. Ты учишься сейчас в дипломатической академии. Можешь рассказать, почему решил поступать именно туда? Например, не МГИМО, другие университеты. В дипломатическую академию я решил поступать, потому что руководство нашего посольства, в том числе, учатся многие в дипломатической академии, так как я всегда помогал посольству в культурно-гуманитарных мероприятиях, всегда был в курсе всего, и таким образом мне вот удалось также поступить в дипломатическую академию, чему я очень рад, потому что теперь я закреплю еще соответствующим дипломом вот эту свою деятельность, такую общественную, какую-то дипломатическую. Вот как раз вопрос связан с дипломатической деятельностью. Да. Как ты оцениваешь вот на данном этапе отношения России и Казахстана, и что ты бы сам хотел сделать для их укрепления? Я уже говорил как-то в интервью, что музыка и политика, они как бы несовместимы, не то чтобы несовместимы, как раз таки музыка, сфера культуры, искусства – это такая большая сила, как говорится, мягкая, да, сила, которая за счет музыкантов, за счет певцов, спортсменов, страну составляют какое-то впечатление о стране, образ какой-то выстраивают. Поэтому это большая ответственность представлять свою страну где-то. Строить какие-то совместные проекты, может быть, у нас получится тоже что-нибудь еще. Конечно. Я предлагаю вообще нам спеть с девочками «Казахша», «Ән айтамыз». Арине. Сондықтан солай. Рахмет. Как ты охарактеризуешь современный Казахстан? Что тебе нравится, что тебе, может быть, не устраивает сейчас? Вот какие вопросы. Какие вопросы? Какие вопросы, говорю, ух ты.
Как я характеризую? С любой точки зрения, с какой тебе хочется. Пожалуй, словом прогрессивный, гостеприимный, творческий. Как еще можно характеризовать? Родной, конечно же. Ну вот, как-то так. А есть какое-нибудь место, в которое ты бы нам посоветовал съездить? Прям обязательно? Да, в Алмату обязательно. А если уже были? Ну, а вы были где? Я была в Алмате. Чембулак? Да, конечно. Ну вот, на Шамбулак. Ты вообще... А катались на сноуборде? Да. Қандай тілде саған ән айту ұнайды? Маған ән айту әр тілде ұнайды. Өйткені мен әншімін. Бірақ та қазақша әндер әрине көңілімнен шығады. Әрине қазақша әндер жанымнан шығады. Менің әндерім көп қазақша, қазақ тілінде де. Мысалы, туған жер туралы, Алматы туралы, Астана туралы әндерім бар. Сондықтан қазақша да әндер ұнайды, орысша да әндер қатты ұнайды. Ағылшынша, французша, итальянша. Қандай ойларды жеткізгісі келеді? Менің шығармашылығымда өз туған жеріме, туған халқыма, туған еліме деген сүйіспеншілік және де жай махаббат туралы сондай мағынасы. Скажи, пожалуйста, вот в России же тоже живут казахи в разных областях, да, которые родились здесь, выросли здесь. Да. И как бы ты сказал, чем они отличаются от тех казахов, которые выросли в Казахстане? И давали концерт в оперном театре астраханском. Ну, это был эстрадный концерт, совместно там и оркестры были, и в общем, разножанровый такой концерт, представляющий казахскую культуру. И я тогда узнал, что в Астрахани проживает 160 тысяч казахов, около 160 тысяч. И прошагать пешком Астрахань мне понравилось. Я себя чувствовал, как будто бы где-нибудь я в Казахстане, просто в городе, в котором еще не был. Ага. Да. Было уютно, было. Я не заметил какой-то такой разницы. Пожалуйста, следишь ли ты вообще за своей популярностью в соцсетях? Как ты вообще к этому относишься? К социальным сетям и к социальным сетям. Накручиваешь себе подписчиков? Нет, не накручивал. У меня одно время было много подписчиков, потом они все уплыли, потому что я перестал, наверное, выкладывать контент, и еще потому что перестал участвовать во всяких таких шоу там. Ну вот, всякий раз, когда я участвовал в каком-то шоу, там волна прибывает подписчиков, потом убывает, потому что я выкладываю много еще такой информации всякой там. Ну, в общем, люди больше хотят слушать, где я пою, или просто красивую фотографию со мной там. А у меня такое все где-нибудь в костюме, там какая-нибудь конференция, еще что-то. А как ты вообще относишься к хейтерам, если они есть? Вот комменты вот негативные. Всегда есть негативные комменты, да. Они всегда были, есть и будут, наверное. Я отношусь к этому как к показателю даже какой-то успешности, потому что чем человек успешнее, тем больше критики. Это всегда. Как ты считаешь, ты закрытый человек скорее или открытый? Я даже не знаю. Иногда мне кажется, что закрытый, иногда мне кажется, что чересчур открытый. Ну, наверное, скорее я консервативный. Да, скорее все-таки, наверное, я закрытый, могу это честно сказать. Хотя иногда, наоборот, чересчур доверяюсь, и я еще, наверное, к балансу не пришел. Ну, вот откровенно могу сказать. Ищу вот этот баланс. И чтобы не было и понебратства какого-то, с другой стороны, чтобы не было холодной стены. То же самое и в своей деятельности, в творческой, и со сцены. Знаете, нужно соблюдать эту тонкую грань какую-то, чтобы все было в меру. Вот. Я учусь этому еще пока. Какие качества для тебя самые важные в человеке? Так, в человеке самое важное качество. Можешь разделить в на мужчин и женщин. Да. Для меня важное качество – это жизнелюбие. Также любовь к себе, в первую очередь, потому что если человек себя уважает и любит себя, то он может делиться. То есть, если человек самодостаточен, и ему не требуется кто-то для
поддержания своей самооценки, значит, он может делиться этим и с аудиторией, и с друзьями, и так далее. И вот я считаю, что главное вот качество для меня в людях – это жизнелюбие и способность любить просто. Способность любить в высшем понимании. Какую ты последнюю книгу прочитал или что последнее посмотрел? Фильм, может быть? Так, это нужно вспомнить сейчас. Кстати, был показ, у нас сейчас посольские вечера проходят, и на одном из последних вечеров был показ фильма «Астана. Путь лидера». Да, «Путь лидера». Ты там была, что ли? Да. Наши встречи неизбежно проходят на таких мероприятиях, как все уже поняли, да. Ну вот, кстати, после этого я пока еще не был в кино. Да. Барайт кинотеатр. Барайт. Қыздар, мен сендерге әдейі осындай газетті алып келдім. Москва қазақша деген. Осы біздің Настя, және де Лиза. Москва қазақша. Дәл Қазақстаннан әдейі сендерге. Көп рахмет, Сенгил. Спасибо тебе большое за интервью, было очень интересно с тобой общаться. Спасибо вам, что пригласили. Давайте встречаться чаще. Давайте. Давайте запишем песню, еще раз скажу, чтобы вы не смогли это вырезать.